Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Подведены итоги конкурса на гранты главы Якутии. В конкурсе принимали участие проекты по 16 направлениям. В этом году общая сумма грантов более 117 миллионов рублей. По направлению образования и просвещения победителем стал проект «Акселератор. Сельский поставщик». Гостья студии сегодня – руководитель проекта Любовь Бессонова. Поздравляем вас с победой в конкурсе. Вот что дает участие в грантах для молодежи? Спасибо за поздравления. Я считаю, что участие в грантах в целом не только для молодежи дает толчок для развития каких-то инициатив общественных организаций, некоммерческих организаций. Для нас это также возможность осуществить миссию нашей компании «Профюнит», развивать Якутию путем вовлечения сельских поставщиков в работу с контрактной системой. Ну, вообще, как зародилась идея вашего проекта «Акселератор. Сельский поставщик», как долго над ним работали, вот, кто был экспертом вашего проекта? В 2021 году я участвовала в республиканском кадровом конкурсе «Таланты Якутии». И этот проект зародился именно на этом конкурсе. Наша команда называлась «Сельский поставщик». И в рамках проекта мы реализовали акселератор «Я поставщик» для Намского района, где провели обучение для 64 слушателей из Намского района. И наш акселератор состоял из образовательной программы и деловой площадки для участников закупок. На тот момент по итогам акселератора мы сформировали постановочные вопросы в адрес правительства с проблемными вопросами участия наших местных поставщиков в закупках и представили их в адрес правительства. В ходе своей работы мы анализируем многие ниши заказчиков, поставщиков, и вот в ходе анализа мы видим, что наши местные поставщики из сельской местности в основном не торопятся участвовать в госзакупках, в коммерческих тендерах, что, конечно, в целом может даже повлиять на экономику, местную экономику районов. А с чем это связано? Почему не торопятся? Мы связываем это с низкой осведомленностью населения в целом о работе, о возможностях работы с контрактной системой. Также компетенции не хватает. Возможно, многие считают, что это сложный процесс, но на самом деле законодательство о контрактной системе, оно довольно четкое, прописаны все регламенты и все шаги, и инструкции практически в законе. Так что однажды научившись, поняв, как это работает схема, то можно с легкостью участвовать в госзакупках. Теперь предлагаю подробнее рассказать о сути проекта. В чем суть проекта «Акселератор. Сельский поставщик». Наш проект, мы в рамках проекта заявили обучение сельских производителей и поставщиков товаров, работ и услуг с охватом не менее 375 человек и проживающих в сельской местности на территории Республики Саха-Якутия. Кроме этого, мы проведем онлайн-конференцию для участников закупок с участием компетентных специалистов в сфере госзаказа, которые работают в Якутии и не только в Якутии. И также создадим платформу, информационную платформу для участников закупок из Якутии, где они смогут черпать всю нужную информацию для успешного участия в госзакупках. А вы с кем-то уже вели переговоры, может быть, с главами поселений, с какими-то районами? Есть договоренность? Да, проект наш реализуется с начала июля, и мы уже провели достаточно большую работу с информационными и организационными партнерами. Были встречи с многими органами исполнительной власти, как Министерство предпринимательства, Министерство финансов, Центр закупок, Министерство экономики Республики Саха-Якутия. Получили поддержку от многих. Многие изъявили желание участвовать в нашей деловой программе, чтобы дать больше информации для участников закупок с Якутии.
И также мы ведем работу с муниципальными образованиями, чтобы информация была донесена до населения, потому что это проект не только для предпринимателей, да, и для юрлиц, это и для физических лиц, и для самозанятых. Мгм. Ну, теперь подробнее о курсах. На какой срок они рассчитаны, как долго длятся, да, что в себя включают, может быть, как можно попасть на ваши курсы? Это онлайн-курс. Мы записали видеоуроки, 4 модуля и более 40 уроков. Приняли участие в записи курсов у нас компетентные специалисты с Управления Федеральной антимонопольной службы, Управления заказа города Якутска, Министерства финансов, Центр закупок. Мы даем пошаговый план участия в закупках, инструкции, и много практики у нас будет на курсе. Участники акселератора нашего, я думаю, что они с легкостью начнут сразу же участвовать в госзакупках и в коммерческих тендерах. Стартует наш курс 15 сентября, и доступ будет дан до конца года. Так что успевайте записаться на наш курс. И на сегодняшний день хочу отметить, что уже 164 человека записалось. Но охват у нас до 375 человек. Ну, вы же проводили аналитику, да, перед началом этих курсов. Вот какие у вас ожидания, да, например, увеличится товарооборот, может быть, в центральной части Якутии, вот что с Арктикой? Кстати, арктические районы к вам подключаются? Да, мы сейчас смотрим списки записавшихся. Есть и представители из арктических районов, да, хоть и, может быть, и есть сложности с интернетом, но мы всегда отмечаем, что доступ будет дан до конца года, что в свободное время может любой подключиться, посмотреть эти видеоуроки. Ну, а вообще, в каких видах закупок, да, могут участвовать сельхозтоваропроизводители? Вот, что в приоритете? Да, у нас, если смотреть статистику, то Министерство финансов Республики Саха-Якутия в своем аналитическом отчете сообщает о том, что около 60% вообще закупок конкурентных, они со статусом несостоявшиеся. Это означает, что либо вообще никто не подался на закупку, либо принял участие только один поставщик. И вот, судя по этой аналитике, конкуренция у нас в Якутии на самом деле очень низкая. Мы делали аналитику по Якутии в разрезе районов, и можно сказать, что вот более центральных районах, да, вот в крупных городах у нас на одну закупку 2 поставщика, 2 исполнителя заявляются, да. А вот уже дальше к северу, да, к Арктике, там уже практически один участник, либо вообще, может быть, и нету участников. Вот. А речь вообще о каких товарах идет? Это Здесь, сельхозпродукция или что? вообще потребность государства, она различная, да, и очень обширная. На сегодняшний день, если открыть сайт закупки.gov.ru, то вы можете вообще посмотреть, какие потребности у государства. Но для физических лиц, для самозанятых, да, вот можно сказать, что в основном это услуги и работы, которые они сами могут, да, осуществлять. Ну а для уже предпринимателей тут ограничений нет никаких, потому что участвовать в закупках может любой желающий, который соответствует требованиям. Требования прописаны в законодательстве. И, они несложные. Практически любой начинающий предприниматель может стать участником закупок. Ну, сфера востребованная, да, исходя из аналитики. Да. Курсы стартуют уже в сентябре, то есть вот-вот скоро начнутся. Как можно к вам попасть на курсы? Давайте здесь подробнее расскажем, куда обращаться. Так, мы сейчас анонсируем свои курсы во всех СМИ, во всех на сайтах Министерства предпринимательства, Центра закупок, Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства. Эта информация вся есть. Также, конечно же, это мессенджеры, да, паблики муниципальных районов также публикуют. Но у нас есть официальный канал профюнит ЕКТ, это ВКонтакте, в Телеграм-канале, да, и возможно по QR-коду записаться, и
если вы здесь опубликуете, да, его. Ну, у нас это форма ссылка, и форму нужно будет заполнить для предзаписи на курс. А вот эти поставщики, кстати, они могут участвовать только в пределах своего района в закупках или по всей республике? То есть здесь от чего зависит? Да, конечно, нет. Конечно, они могут участвовать, ну, начать участвовать в своем районе, да, вот как бы ближе и как бы более яснее, как работать, да, вот когда они уже научатся работать с госзаказом, легко выйти на другие районы, участвовать в городе Якутске, и многие участники наших проектов обучающих, они сразу выходят на Россию. То есть выйти на другие регионы не так сложно, потому что законодательство о контрактной системе, оно работает четко по единым правилам. Это принцип контрактной системы, когда единые правила для всех. И научившись однажды работать с госзаказом, можно выходить на все регионы России. Ну, то есть, получив определенные инструменты, да, любое предприятие может участвовать в любых закупках, Да, в принципе, любых по всей закупках, стране. Да? по всей стране. Ну вот смотрите, какие у вас ожидания от ваших курсов, да, то есть это будет у вас старт только в сентябре, или планируете еще дальше проводить, не знаю, может быть, до следующего лета, или на будущий год, какие у вас планы? Ну, наши ожидания такие, что, во-первых, это развитие наших местных производителей, поставщиков товаров, работы и услуг. Мы надеемся, что после нашего образовательного курса для них откроются новые возможности, перспективы, и откроется новый канал продаж. Тендерные продажи — это отдельный канал продаж, с которым надо работать обязательно для любого предпринимателя. И, конечно, мы хотим в целом, чтобы наши местные поставщики стали конкурентоспособными по всей России. Ну что ж, Любовь Георгиевна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем успешного старта вашего проекта, конечно, успешной реализации, ну и достичь всех поставленных целей. Спасибо большое. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.